Так, ассаламу алейкум, приветствую всех. Так, поехали. Ассаламу алейкум, Ичкерик Энти, говорит Аслан Керимов. Так. Ассаламу алейкум, приветствую всех. Сегодня 16 декабря 2019 года. С вами в эфире Аслан Арцуев. Приветствую, Аслан. Так, Александр Белый на месте. Привет, Александр. Так, валейкум салам. Асам Ашвойла, ночь из Германии. Маршал Хиль, ночь из Германии. Гутен Абенд, Аслан говорит, агент ЦРУ. Абенд, агент ЦРУ. Ночи 707. Просто ответь на вопрос, пожалуйста, почему висит флаг Америки? Потому что эта страна знает, что такое свобода, а мы именно и права человека. А мы именно добиваемся прав и свобод. И я уважаю эту страну. Так, Машво Элерин Шулешка, Машал Элерина. Так, Тел Варшава, салам алейкум, Машво Раса, салам Дубу Солчар. Ва алейкум салам. Ва алейкум салам. Так, Чечня не Россия, Машво Эль. Машал Хиль. Так, он социал С. Ассаламу алейкум, хауми телефон чухаусар хуя. Ва алейкум салам. Он социал С. Ассаламу алейкум, говорит Мухаммад, технологий инновацион. Так, Александр Белый, агенты собрались, говорит, Америка сила, говорит, Чивольф. Агент спецслужб Чеченской Республики Ичкерия. Да, скорее тогда, если речь о войне, то чеченского народа, скорее всего. Спецслужбам, даже чеченским, не имею никакого отношения. Так, как найти? Аслан, общий саламки. Салам! Приветствую, Свет Джахар Дудаев. Так, Максик, Аслан, привет. Вы бы провели стрим вместе с Сашей Сотником или Юрием Гольфарбом? С удовольствием, Максик. С Александром Сотником мы виделись на форуме в Вильнюсе, по-моему, пару лет назад. Давали ему интервью, общались с ним. И, конечно, с удовольствием, с Сотником я с удовольствием. Но и с Юрием Гомельфарбом тоже, почему нет? Так, Адам Грузинский, ассаламу алейкум, алейкум салам. Просто чушь. Аслан, почему арабы и русские любят русских? У меня знакомый русский, когда его видят арабы и турки, чуть ли на колени перед ним становятся. Ну вот, есть такая вот тема у арабов, у турок. Ну, не все, конечно. Например, если взять сирийцев, я не думаю, что сирийцы любят. Пока их не коснется, да, они это как-то терпят. Но когда коснется их, то тогда да. Анзорино, спецслужбы Ичкерии как назывались? Я забыл. Национальная служба НСБ, по-моему, у нас называлась, нет? Потом ДГБ была, Департамент госбезопасности, потом ДШГБ. Ну, короче, ДГБ была, а потом она как-то менялась. Ночью из Германии. Аслан, ты согласился бы дать интервью Дудю, наверное, да? Если он не ватник, хотя я ни от кого не бегу, я бы согласился бы дать любому интервью. Кстати, у меня надо этот ответ никак не могу закончить. Ну, не то, что к Дудю ответ, но на его фильм про Беслан, то, что он снял. Конечно, это была наглая подтасовка фактов, наглая просто дезинформация, но при всем при этом, надо признать, было качественно сделано. Ну, как умеют профессионалы делать качественно. А так, то, конечно, надо ответить по поводу вот этого Беслана, и чтобы осетины знали в первую очередь наши соседи.
что мы по этому поводу думаем, наша сторона, да, и, конечно же, донести хоть чуточку правды. Обязательно, конечно, мы это тоже будем делать. Не хватает, ни времени не хватает, ни кадров. Америка всегда поддерживала Чечню, и Америка отдала независимость Косово тоже. Совершенно верно. Некоторые забывают этот момент упомянуть, когда там говорят, что вот мусульманам не помогает там и так далее. А вот косовары, албанцы, самые что ни на есть мусульмане. Так, Руслан Абудов, ассаламу алейкум, о чем сегодня тема? Ва алейкум салам. Сегодня тема у нас будет, в принципе, в общем, я буду отвечать на ваши вопросы. В общем, тема будет про путинизм в Европе. Так, по-моему, зависло, да? Nicht gut. Вот, пошло дальше. Так, давайте я сейчас отвечу. Зачитаю одно сообщение, которое было передано по средствам массовой информации от Банпритона Кремль, да, от руководителя пресс-службы террориста Путина, так называемый Песков, в народе прозванный Песиков. Когда я сделал обращение в Вене по поводу вот этого лживого обвинения Зелимхана Хангашвили в том, что он был террористом и кровавым преступником, позже, через несколько дней, через пару дней, Песков ответил нам. И вот что он сказал. По-прежнему скрываются очень много людей, которые причастны к терактам и к организациям терактов. И к убийствам во время кровавых событий на Кавказе. По-прежнему в странах Европы очень много таких людей скрываются. Они где-то получают виды на жительство, где-то гражданство. Они ходят среди бела дня по улицам, среди обычных людей. И по многим из них ведутся какие-то следственные действия с тем, чтобы они были выданы Российской Федерации, заявил Песков. Ну что хотелось бы сказать по этому поводу? Нам угрожают очередной раз, теперь ждите, что скоро меня объявят террористом и будут по этому поводу мне всячески препятствовать. Но мы должны напомнить еще одну очень важную вещь. Они уже давно используют Интерпол в качестве инструмента по давлению, по преследованию политических оппонентов. В том числе еще это начиналось со времен, когда обвиняли Ахмеда Закаева в 2000 каком-то году, сейчас уже забыл. Но после этого очень много чеченцев было задержано и передано посредством вот этого Интерпола. Когда людей объявляют преступниками, объявляют в розыск и задерживают. Сейчас вроде бы как ситуация чуть-чуть там усложнилась для них, но при всем при этом заместителем руководителя Интерпола является русский, что о многом говорит, да? Но я надеюсь, что дальше будет ситуация меняться. Но что я хотел бы сказать, мы по этому поводу, я лично очень много писал бумаг, документов, жалоб, чтобы вот в момент с этим Интерполом как-то взяли под контроль. Ну вот ситуация вроде бы изменилась, но пока замолчала. Пока еще нет точных таких данных, что они вот сейчас нас перестали преследовать по посредством Интерпола. Ну, по крайней мере, не так часто уже звучит с разных сторон, что вот задержали по линии Интерпола. Конечно, это такой хороший, удобный инструмент был по преследованию политических противников. Но я бы ответил бы Игорю Буничу, и я ответил бы Пескову словами из текста из книги «Хроника чеченской бойни» Игоря Бунича. И вот что. Вот, Песков, обращаюсь лично к тебе. Ты как соучастник геноцида, в том числе
соучастник убийства, прикрытия убийства детей в школе Беслана. После этого ты получил карьерный рост, и мы знаем, что ты тоже замешан в крови. Я вот зачитал бы тебе одну вещь по поводу, кто мы, террористы мы или нет. Да? Слово безбожник есть синоним слова сатанист. И сатанисты, воюющие с мусульманами Чечни, не могли, конечно, воевать иными средствами, кроме сатанинских. А российские солдаты принесли на чеченскую землю столько зла, сколько неправдоподобной жестокости, столько горя, что не может быть ни слов, ни меры для описания всех этих зверств. Никогда, ни на одной войне столь откровенно и бессердечно не властвовали убийство ради убийства, разрушение ради разрушения, зло ради зла. На чеченский народ обрушилось войной само безумие, лишенное всякого иного смысла, кроме одного – уничтожать, кромсать, сжигать все живое. Те, кто своими глазами видел обугленные скелеты городов, руины сожженных сел и улиц, на которых лежали полуистлевшие, обголоданные крысами и собаками трупы, подтвердят, что в этих словах нет преувеличения. Россия всегда бывала недостаточно физически уничтожить чеченцев. Она пыталась еще и опорочить их клеветой и обидными ярлыками. В XIX веке чеченцы, отчаянно сражающиеся за свою страну и свободу против российских полчищ, назывались не иначе, как хищники, разбойники, головорезы. Позже русский язык обогатился новыми заимствованиями из европейской лексики, и в сталинскую эпоху чеченцев стали называть бандитами. Современные политики к бандитам дополнительно подвесили еще одно модное словечко – террористы. И те, кто как попугай повторяет эти клички, как когда-то не задумываясь над тем, что весь бандитизм чеченцев заключается, как и ныне, в том, что они защищали свою землю от завоевателей. Так вот, неуважаемый преступник Песков, мы защитники прав, в первую очередь наших человеческих, общепринятых прав, которые вы нас всячески пытаетесь лишить. Вы можете обзывать нас террористами, вы можете обзывать нас бандитами, головорезами, кем угодно, но суть от этого не меняется. Мы останемся защитниками своей родины, своих прав, которыми наделил нас Господь. И никто не может у нас их забрать. Ни ты, ни твой Вова. Так, ответили этим мерзавцам, поехали дальше. Так. Давайте перейдем к вашим вопросам, уважаемые мои друзья. Так. ОПГ организована путинская гопота, говорит. Так, ставьте лайки и делитесь видео. Он социал С. Так. Адам Грузинский. Аслан, а вам не кажется, что СССР, прежде чем развалиться, успела внедрить как в страны СНГ, так и в правительство стран Восточной Европы своих агентов влияния? Мне не только это не кажется, Адам, я абсолютно в этом убежден. Более того, не только они внедрили в страны соцлагеря, так называемые, да, эти страны были по факту оккупированы и полностью управлялись из Москвы. Они также входили в Советский Союз, только юридически не были оформлены. Так полностью подчинялись, как все колонии, та же Чехословакия, Польша, Восточная Германия. Это все были страны, ну опять же, знаете, как бы это делалось для того, чтобы не показать, что Россия оккупировала. Тут, например, сейчас селенки уже не те, как раньше. И та же Южная Осетия, Северная Осетия, Южная Осетия, Абхазия, Донбасс, Донецк, ДНР, так называемая, да, террористическая организация, ЛНР, террористическая организация. Вот такого плана. Вроде бы это не мы управляем, вроде бы они сами управляются там, но, конечно же, управлялось все из Москвы. Более того, не только вот эти страны,
которые находились в оккупации, туда внедрялась агентура, она внедрялась еще и на те страны, которые они могли дотянуть. Ту же, например, западную Германию, да, тоже внедрялись агентура. Там та же Штази, например, которая была, это была очень мощная организация в ГДР. И в нее входили очень такие серьезные фигуры из Восточной Германии, немцы по происхождению. И если вы помните, вот в то время появились такие группы, как Шакал такой был, да, как же его имя-то, если вспомните, напишите мне, пожалуйста. И другие террористические группы. То же самое происходит сейчас в Европе. То же самое. Есть группы, сейчас появится какая-нибудь фигура, которая будет там брать на себя эти террористические акты, где-то там появляться, где-то светиться, и будут проводиться под кураторством, будут проводиться террористические акты, которые уже проводятся по факту, да, по факту проводятся террористические акты, проводятся убийства, проводятся запугивания, по подкуп и так далее. Чем больше Европа и Запад начнет применять санкции и отделять, тем больше Путин будет сопротивляться. Вот эта террористическая Россия будет сопротивляться. И дальше мы увидим очень много таких интересных событий, которые могут повлечь просто море крови. Море крови. И агенты есть, конечно, есть. Например, тот же возьмем Герхарда Шлёдера, который является сейчас там каким-то большим чиновником в Газпроме, сидит на зарплате. Я уверяю вас, его взяли не просто так на эту работу. Так, Александр Белый. Истинная правда в ваших словах, Асан? Спасибо, Александр. Стараюсь говорить только правду. И ничего, кроме правды. Персона нон-грата. Аслан, благодаря тебе и твоим товарищам, Сайдамину, Хусейну и многим другим, Путина зачморили в Европе. Вы постарались, и Хангашвили стал тому причиной. Да, мулла. Да, конечно же. Знаете, когда мы проводим разные митинги, мне разные там люди пишут, вот, зачем вы это делаете, какой толк от этого. Вот мы проводили тогда марш, да, Сайдамин проводил марш, мы присоединились. Какой толк, чего вы добьетесь там и так далее. Ну что сказать таким людям? Ну, сиди дома тогда, сиди, смотри телевизор, там, восхищайся там какими-то там резкими высказываниями кого-то. И на этом все заканчивается. Но нужно вести работу, и эту работу нужно вести правильно. Да, результат приходит не сразу. Результат может прийти там через 5 лет. Да, например, тоже против депортации, да, есть все основания, чтобы не депортировали чеченцев. Вот, полностью. Нету вообще никакого основания нас выдавать в эту Россию. Потому что, несмотря уже на то, кто приезжает. Опять же, я, если что-то говорю, что где-то нарушается закон не по букве, а по духу, да, по смыслу, по содержанию закона, я ни в коем случае не оправдываю чеченцев, которые приезжают сюда, и не только чеченцев, других кавказцев, да, и других россиян, которые сюда приезжают, кроме там кавказцев других, пытаются как-то где-то заявить о своей позиции, а потом, тихо, мирно жить. Их тоже можно понять, да. Но если у вас была какая-то позиция, и вы уехали из России, да, вам что-то мешало, то почему, когда вы приехали сюда, и у вас все стало отлично, да, вы получили свободу слова, вы получили там необходимый минимум для проживания, вы замолкаете? Почему? Вот для меня вопрос, да. Более того, люди приезжают, говорят, что у них все плохо, там, их там преследуют и так далее. И все, выходят и начинают зарабатывать деньги, им получают какую-то бумагу, дают, берут этот документ там какой-нибудь, который позволяет им просто там выехать из Германии. И ездят домой, строят дома, возвращаются, а люди это видят.
И вот такие люди, как Зелимхан Хангашвили, который сражался за свою страну, погиб здесь, был подло убит врагами. Вот благодаря этим людям, их борьбе мы здесь оказались. Они там защищают ценой своей жизни нашу свободу, наши права. По факту они наши права защищают. И потом, когда мы сюда приезжаем, мы, которые не защищали свою родину, не преследуемы со стороны России, не подвергающиеся никаким гонениям, опасности, да, условно говоря. А эти люди здесь забывают и начинают жить себе как будто вот, ну, так и положено. А вы понимаете, что вот Зелимхан Хангашвили, да, Алдер Алвойли, другие защитники нашей страны, хоть их и мало, но они заслуживают всей нашей опеки и заботы о них. И так вот, если эти люди, если я приезжаю, здесь ничего не делаю, езжу домой, строю себе дома, там где-то еще что-то, если я начинаю делать, там, работать там где-то, как это называется, по-черному, по-моему, а потом ездить домой, приезжать, что мы вот этих Зелимханов, да, условных Зелимханов, Хангашвили, мы им место портим, понимаете? Кто-то помогал нашему сопротивлению, кто-то реально принимал участие в боевых действиях. И вот эти люди, они же первые пострадают, потому что нас Россия не ищет, а их Россия ищет. И эти люди первые, кто попадает под вот эти жернова. Мы должны о них в первую очередь думать. А тут после меня хоть потоп. Главное, что я приеду, устроюсь, у меня все будет хорошо. Нет, друзья, так нельзя. Мы должны всячески думать над этим. Мы должны заботиться о том, чтобы эти люди в первую очередь не пострадали. Нас могут выдать, да, например, да, условно говоря, нас, да, у меня-то будут проблемы, но если там кого-то выдадут, кому-то, может, ничего из этого не будет, да, он поживет какое-то время, может опять уехать или еще что-то сделать. Ну, а есть люди, которые реально пострадают, и мы должны свои права отстаивать, никто наши права за нас отстаивать не будет, понимаете? Никто, никогда. Так, давайте. Адам Грузинский. Аслан, вы и ваша команда стали причиной того, что Вову уткнули в унитаз на саммите. Да, может быть, это есть, но мы доносим то, что можем. Доносим свою правду. Это же очевидные вещи. И мы должны доносить эти вещи. И результат обязательно будет. По какой-либо причине, да. Дальше, да, должны бороться. Мне просто, знаете, что удивительно? Почему так мало тех, кто борется? На меня оказывается вот сейчас очень сильное давление за то, что я борюсь. Но если бы нас было бы много, не оказывалось бы это давление на меня в таком количестве. Не знаю. Да, я еще раз напоминаю, все, кто мне сейчас там начинает рассказывать, что вот там я там где-то что-то не прав, под разными предлогами сейчас там один мерзавец мне очень сильно достает меня. Разные там эти люди, которые пытаются меня сделать там работающим там на российские спецслужбы, там еще что-то, начинают про меня разные вещи говорить, потому что я уже заявил об одном кумире их, и все, и теперь меня нужно дискредитировать. Все, я буду действовать в рамках закона, я вам еще раз говорю, я буду каждую гадину давить просто, как клопов буду давить, поэтому не лезьте, оставьте меня и мне вести свое дело. Мне реально мешают работать, реально просто. Хотят, чтобы меня вывести себе. Но я, конечно, не буду отвлекаться на это, но по некоторым случаям мне придется отвлечься и замочить разных вот этих мерзавцев по букве закона.
да, будем наказывать по букве закона. Поэтому призываю всем не лезть не в свое дело, успокоиться. А кто ко мне лезет, я того рассматриваю как врага, как предателя. Предатели бывают как открытые, как кадыровцы, а так бывают скрытые. Плюс еще есть полезные идиоты. Жалко полезных идиотов, конечно. Но если вы ко мне лезете и вызываете меня на ответные действия, я вас уверяю, я их буду принимать так, как вам еще никогда не казалось, что я могу принять. И если я пытаюсь быть защитником прав, то поверьте, свои права я тоже умею защищать. Так, братья, нет, Сергей Богосян, да, эфир идет недавно. Так, леди 1794. Аслан, не обращай внимания на шакалов. Да, конечно, как это, помните, видео гулял? Не мой уровень, дорогой. Это не мой уровень, это из-под ногтей разная вот эта чепуха. Так. Легин В, спасибо за вашу работу. Привет братскому народу Ичкерии от украинцев. Легин В. Спасибо и вам. Дякую, Легин. Панама 828. Казаки, этнические украинцы. Активное участие принимали в освоении Кавказа. При их помощи истреблялся народ Кавказа. И теперь они резкие союзники. Когда они раскаялись? Интересно ваше мнение. Спасибо. Казаки, этнические украинцы. Может быть, если речь об этнических украинцах, то с ними мы союзники. О казаках, которых вы говорили, кизиках, которых вы говорите, которые у нас там на Кавказе поселены, конечно, они очень много пролили нашей крови, и никакими союзниками они нам не являются. Это российские союзники, это инструмент русских на Кавказе против нас. Поэтому они нам не союзники. А украинцы, да, это такие же свободные люди, как и мы, и это наши союзники. Так, Чечня не Россия. Асан, хехал дош, хитам бош, хунаре, хех кич, бун, шех дамавалла, полный вперед, говорит. Да, мула, Мурат. Да, мула. Чечня не Россия. Так. Так, всех благ вам, Аслан. Руслан Абудов. Ирина Шулешка, Делна Алтхлель Хон, но Ечен. Амин. Азер Дюни Гаттер Мадуцен. Дюни Дуи. Так, Аслан Керимов. Фатхи проповедовал ислам, аяты и суры на чеченском языке и чеченский адат. Так, Хиримото. Данки шон, Аслан. Битте шон. Хиримото. Так, шелуха. Слава бойцам чеченского сопротивления, говорит. Мила, приветствую, Мила. Так, Адам Грузинский. Вы правы, Аслан. Есть такой полезный идиот, который гнев недовольных мусульман пытается направить в Китай. Мой враг не Китай, мой враг Российской Федерации и Вова. Совершенно верно. Аслан Керимов. Так. Руслан Абудов. Аслан, российские спецслужбы проводят так называемые чистки против чеченцев Европы. Вы за себя не беспокоитесь? Нет, у меня все отлично. То, что российские проводят, но мы бьем по рукам. Вот видите, сейчас с Германией у них возникли небольшие трудности. Выдача будет приостановлена. Уже Конституционный суд принял решение не выдавать. У нас есть уже прецедент не выдавать чеченских беженцев вот в эту фашистскую Россию. Я уверен, что в Германии полностью будет прекращена. Но опять же мы должны понимать, люди, которые просят политическое убежище, представляют доказательства, их могут не выдавать. Но есть люди, которые не просят политическое убежище. Такие люди тоже могут оказаться. Кто-то приехал по гуманитарным соображениям. И, конечно, таких людей могут выдавать в Россию. А потом, я уверен, что если дело дальше пойдет, а мы дальше будем над этим работать, мы будем зачищать от агентуры, русской агентуры здесь в Европе. И
другие страны, я думаю, тоже подключатся к этому и перестанут выдавать вообще чеченцев в эту преступную Россию. Так. Эмин Закаряев. Салам, Аслан Бей. Нет желания выступить в Бундестаге? Нет, почему же нет? Есть желание и обязательно выступим. Мы тут местный гамбургский парламент тоже общаемся с некоторыми политиками, общались, продолжим общаться. Ну, нас волнуют права человека. Я занимаюсь правами людей. Самый ущемленный в правах народ на сегодняшний день – это чеченский народ. Нас как индивидуальных прав лишили, так и весь народ лишен своей государственности и прав. Конечно же, мы будем добиваться этого и говорить об этом. Чего бы нам это ни стоило и каких бы усилий нам не пришлось прилагать, мы будем добиваться того, чтобы права чеченцев были восстановлены. В первую очередь мы будем заниматься преступлениями, которые совершены по отношению к чеченскому народу. Мы этим занимаемся, да, Саид Амин Ибрагимов в первую очередь этим занимается, мы всячески будем это поддерживать. Но кроме этого, кроме вот того геноцида, военных преступлений, совершенных против нашей страны и наших граждан, каждый день нарушаются наши права, нас каждый день дискредитируют. Разные русские редакции вот этих СМИ, уважаемых СМИ, Deutsche Welle, да, немецкая волна, кто там, Радио Свобода, BBC, это те каналы, которые мы с детства, наши отцы, родители смотрели, слушали тогда это радиостанции и пытались как-то получить какую-то правду от них. Сейчас ситуация в корне изменилась, и уже тут проникли везде агентура. И нас пытаются везде опорочить. И каждому чеченцу я тоже призываю, каждый защищайте наше доброе имя. У нас против нас ведется сильная борьба. Вот, кстати, мне сейчас опять задонатил Эдмамедов, который постоянно донатит, кстати говоря. Смотрите, Эдмамедов, например, везде разным блогерам, да, которые тут есть с большим количеством подписчиков, тому же Гордону, там, другим украинским блогерам, пишет разные вопросы. Чтобы зачитали эти вопросы, он всегда, вот как мне сейчас, оплачивает из своего кармана деньги и задает вот эти вопросы. И эти вопросы всегда касаются не там его каких-то вопросов личных, а касаются вот нашей чеченской тематики. По приватизации он всегда спрашивает про то, почему украинских добровольцев чеченской национальности, чеченских добровольцев, воюющих в Украине, за Украину, выдают там России, не дают им паспорта и так далее. И вот он одному украинскому журналисту, забыл его фамилию, который в Москве работает, задал вопрос по чеченской тематике. Почему вот чеченский вопрос вот в Украине так задвигается, да? И это очень важно, кстати говоря, вы тоже можете это все делать. И вот этот журналист, украинский журналист, он ответил ему, вы знаете, если прямо сказать, говорит, чеченцев боятся. На евреев навесили один ярлык, на цыган навесили другой ярлык, на американцев навесили третий ярлык, на нас навесили там четвертый ярлык. И на нас навесили ярлык, что мы очень опасны, и все нас боятся. И некоторые недальновидные наши люди поддерживают это, да, нас боятся, это хорошо. Это очень плохо, что нас боятся. Если бы это было хорошо для нас, то я вас уверяю, русские бы никогда бы не дали бы вот этот ярлык нам, потому что он мог там принести какую-то пользу. Конечно, нет худа без добра, и какая-то польза из этого тоже есть, но при всем при этом это очень плохо, что нас люди боятся.
мы должны доносить. Я не знаю, правда, почему украинцы нас боятся, да, если украинцы думают, что Россия врет обо всем, вот тот же журналист, да, почему он не доносит об этом. И Россия врет обо всем, о захвате Крыма, о сбитом Боинге, о их там нетах, там, ну, о распятом мальчике, ну сколько это лжи просто, мегатонны на Украину вылили. Но почему-то про чеченцев, значит, русские говорят правду, да? Это тоже, конечно, глупость, да? Это надо в этом смысле пересматривать. Я лично так и пересматривал свои взгляды по отношению там, ко многим вещам, которые мне закладывались этой пропагандой. И потом я уже делал выводы, смотрел по отношению к нам столько лжи, но не может же быть правдой то, что говорят про евреев. Вот так мне в голову приходило. Ну, не может быть, чтобы вот столько лжи про нас, и вот про украинцев говорят правду. Нет, это тоже неправда. Ну вот такого плана. Мы должны вот заниматься контрпропагандой, донесением правды до людей. И делать так, чтобы нас не боялись, понимаете? Ну вот Эд Мамедов задонатил. Спасибо, Эд. Салам Асан, что думаешь об Суркове и Умаре Джабраилове, бывший муж Арбакайте? По-моему, мужа Арбакайте, бывшего мужа Арбакайте, звали Руслан Джабраилов, если я не ошибаюсь. Умар Джабраилов это там один такой, другой Джабраилов. А Сурков, я думаю, это манкурт, это преступник. Сурков это по-настоящему его когда-то звали Андарбек Дудаев, если я не ошибаюсь, Андарбек его зовут. Это человек, который служил в ГРУ, главном разведывательном управлении, как его отец, если верить его отцу, который там давал интервью там в Ютубе. Этот человек принимал участие в геноциде чеченцев, дорос до больших высот, да, благодаря этому. Сам, говорят, не глупый человек. Потом, опьяненный успехом геноцида в Чечне, когда весь мир молчал, они получали дивиденды за нашу кровь, подготавливали машину, механизм такой, который будет дальше уже в Грузии, потом в Украине этим всем заниматься. И вот этот Владислав Сурков, теперь его так зовут, был одним из, и является сейчас одним из головных управленцев в войне против Украины. И к чеченцам он имеет такое же отношение, там, я не знаю, как Соловьев к евреям. Да, абсолютно продажный мерзавец. Я не знаю, какое удовольствие он получает, убивая украинцев, когда-то там помогал убивать чеченцев, может, лично сам принимал участие, раз бывший там ГРУшник, а может и не бывший. Вот что я думаю об этом. А про бывшего мужа Арбакайте я хотел бы сказать одно. Я хотел бы рассказать один такой случай. Возможно, это чуть-чуть преувеличенный случай, возможно, чуть искаженный случай. Но это по-чеченски я постараюсь перевести на русский. Не знаю, как это смысл, смогу ли я донести или нет, но сейчас постараюсь. 1944 год. Депортация, геноцид чеченцев, ингушей под видом депортации. Загрузили чеченцев в вагоны и едет состав. Останавливается состав где-то там на станции, и два вагона друг против друга становятся. И один дедушка, мужчина, взрослый, там, видит в щель силуэт человека, который очень напоминает ему его сына. И он смотрит эту щель и кричит ему: молодой человек, ты чей? Хахейну, хамбичару, ты чей? Ты откуда? Ты чей, короче? И тот отвечает: я такой-то, такого-то, 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 там называет какое-то имя уважаемого человека, и говорит, вот отцей Русу, говорит, такого-то, женат на его дочери. Сейчас я по-чеченски объясню. Отцайняхки, отменят ничего, юаялина гусо, говорит этот.
И тот ему в эту скважину, в щель кричит: «Эй, Вильвало, изуцельням, диц адрес дочки, ло». Эй, говорит, не мужчина, если бы ты не женился, ты, оказывается, без адреса был. Вот что можно сказать про мужа Орбакайте. Надеюсь, поняли, о чем я. Так, вот, поехали дальше. Так, Магомед Кураев, ассаламу алейкум. Ва алейкум салам, Мухаммад. Aslan Sheikh, damoval есть и так далее. И дует, да, мола, да, мола. Так, поехали дальше. Да, Байсаров муж Арбакайте. Это Джабраилов, это Умар, который другой. Антон Павлович, Аслан, почему чеченцы, проживающие в Европе, безразличны к проблемам друг друга? Это, конечно, очень хороший вопрос. Как раз я этим и занимаюсь, сейчас отвечаю на этот вопрос и показываю, что мы не безразличны к проблемам друг друга. Нам не безразлична проблема чеченцев. Мы, конечно же, помогаем, занимаемся проблемами друг друга. Ну, знаете, Антон, у нас какая ситуация? Мы болганы, переживший геноцид, переживший шоковое состояние народ. Все наши интеллектуалы либо убиты, либо запуганы, молчат, сидят в тюрьмах, либо перешли на сторону оккупанта. Поэтому говорить в общем о наших проблемах практически некому. Практически некому. Вот та группа людей, которые как бы молчат, вот, конечно же, по разным причинам. Кто-то запуган, кто-то считает, что он очень умный, если будет сейчас молчать, что надо это время, тяжелое время пережить. Да, он-то переживет, вот вопрос другой, другие переживут это время, если он пока будет молчать. А так, в принципе, мы очень, вот я всю свою жизнь, сознательную жизнь, там, с малых лет, живу среди разных национальностей, да, по большей части не чеченцев я живу. Я общался, дружу, до сих пор дружу с огромным количеством людей разных национальностей. И я вам скажу, что мы, ну, может, если не хвастаться, что мы самые отзывчивые на проблемы друг друга, то мы одни из самых отзывчивых на проблему друг друга. И это факт. Это факт. У нас есть некоторые вещи, которые очень трудно понять даже мне, когда ты готов отдать жизнь, да, за этого человека, да, выскочить где-то, сразиться и умереть в бою. Ну вот если мы говорим, давайте соберем там по 100 евро, вот этот, который готов умереть, его ты уже не найдешь. Вот такие у нас моменты, конечно, возникают, и это тоже правда, и себя жалеть я тоже не буду, буду говорить и про чеченцев, все, что я думаю. Но по большей части я могу сказать, что мы, конечно, не безразличны к своему горю и проблемам друг друга. Мы очень помогаем. Во-первых, мы сейчас в данном случае пережили шок, как я сказал, геноцид. Мы не верим никому. И в какой-то степени сейчас дезориентированы. И на бытовом уровне, конечно, мы помогаем так же, как есть. Конечно же, есть ухудшение по сравнению с тем, что было. Но я надеюсь, что мы восстановимся. Как только мы очистим свой народ от предателей и подонков, то, я думаю, начнется новое возрождение нашего народа. Да, мула, да, мула. Так. Наш ход, скучаю по Чечне, 10 лет каждый день, только работа успокаивает. Так, поехали. Что-то я перемотал, очень много. Так. Виктор Цой, правда за Украину, хотя я не украинец, к черту русский мир и ватку, нужен цивилизованный мир.
демократия и так далее. Украина станет центром демократии, прогресса, примером для СНГ, и Москва этого боится. Да, я полностью с тобой согласен, Виктор. Я надеюсь, что Украина станет демократическим, прогрессивным государством, с которым мы будем иметь очень хорошие отношения. Я вижу, что сейчас идут очень нехорошие процессы внутри Украины. Украинское общество раскалывается. Одно дело, когда вы раскалываетесь между собой по каким-нибудь идеологическим, каким-нибудь там социальным моментам, взглядам. Но другое дело, когда оккупация, уже раздел идет, когда вот эта оккупация не считается такой серьезной, такой опасностью. Это очень опасно. Все, кто за оккупантов, тот вообще не имеет права ни на что там говорить, претендовать в этом плане. У украинцам не хватает опыта именно. Они много лет пребывали. Есть, конечно, группа людей в Украине, которые понимают все прекрасно, но большая часть очень плохо это понимает. И такие вещи, которые, например, как я говорю, или некоторые украинцы, которые начинают говорить, эти вещи воспринимаются слишком радикально, нет, там, и так далее. Ну, задайте вопрос 13 тысячам украинцам, которых убили. Стоит ли быть радикальным? То, что сделали с чеченцами, украинцы, с вами сделают еще хуже. Во-первых, это будет массово. Да? Это 300 тысяч, 30% чеченцев уничтоженных. Если уничтожить 30% украинцев, это сколько? 12 миллионов. Даже если это будет там 20%, это 8 миллионов. Представьте, какой геноцид надо пережить. И без сомнения это Путин над вами сделает. И вот эти русские исполнители, которые там братушки, я вас уверяю, эти русские исполнители с удовольствием будут убивать украинцев. И 8 миллионов, и 10, и сколько смогут. И если кому-то кажется, что это невозможно 8 миллионов убить украинцев, они об этом говорят. Евгений Федоров, депутат, доверенное лицо Путина, об этом открыто заявляет, сидя в Государственной Думе, у себя в кабинете, он рассказывает, что вот смотрите, чеченцы массово выходят на митинги. И знаете почему? Потому что надо убить 20% украинцев, они говорят, что они нас убили 20%, если исходить из логики Евгения Федорова. Надо убить украинцев 20%. Это, грубо говоря, 8 миллионов. И тогда украинцы будут массово уходить на митинги, биться за величие России и так далее. Вот что уготовлено украинцам. Конечно же, это будет делаться руками русских, и, соответственно, и русские тоже будут гибнуть. Так что, или придется убивать просто русских. Вот чтобы сейчас на украинцев не переключиться, не получится, силенок не хватит, по каким-либо другим причинам. Украинцы отстоят, дадут в морду и так далее. Тогда это же самое, но это будет происходить против русских. Будут убивать массово русских, репрессии против русских будут. Почему? Потому что в Чечне отработанная машина, механизм, кадры уже подготовлены, все имеется. И это все надо использовать. Потому что если не заниматься вот этим, вот это государственное строительство так называемое, если не заняться этим, то вот это все может развернуться уже против власти. А власти этого нельзя допускать. Это такие боги, сидящие на Олимпе, которые бессмертны, которые там все могут там и так далее. Вот, думайте. Адам Грузинский, Аслан, все любят осуждать и обвинять, и говорят, тот молчит про уйгуров, Китая, ЕС или Запад, так далее ее, но никто не хочет возродить свою ЧРИ, которая по воле народа могла бы влиять на международную политику. Конечно, Адам, если бы были бы государство, признанное в Организации Объединенных Наций, если мы представляли бы в разных институтах международных, то у нас были бы рычаги давления.
мы могли бы помогать, говорить, заявлять об уйгурах. Наши граждане, уже имея паспорта Ичкерии в кармане, могли бы требовать от нашего правительства, от нашего руководства, от нашего Министерства иностранных дел, чтобы оказывалось давление на Китай, чтобы об этой проблеме говорились. В конце концов, собрали бы информационную группу журналистов, которая бы освещала бы эти события. Конечно, мы принесли бы намного больше пользы, если бы были бы государством, входящие в разные международные институты, и влияли бы на международную политику. Но вот у нас этого нет, но мы говорим о всем угодно, мы поедем воевать против китайцев и так далее. Ну, такие глупые вещи, которые нам просто не нужны. Сайфулла Халидов. Аслан, что думаешь, что Путин сказал про Зелимхана, что он причастен к взрывам метро и так далее? Сайфулла, у меня на видео на русском и на немецком языке, вот под этим видео, под следующим видео, есть непосредственно прямое обращение к этому террористу Путину. Все, что я думаю, я ему там высказал. Ну, не все, конечно, там еще много чего мне ему есть сказать. Маждада, стокгольмский синдром, Аслан. Наверное, стокгольмский синдром, может быть, да, скорее всего, так и есть, Маждада. Как найти, почему безразличны мы постоянно помогаем деньгами на всякие лечения, на всякие нужды людей? Мавлют Алтынтай, жаль, что Верховная Рада Украины не ставит вопрос о признании независимости Ичкерии. Очень жаль, Мавлют, очень жаль. Вы могли бы, граждане Украины, вы могли бы поднять этот вопрос. Нам нужна ваша помощь, мы должны друг другу помогать, безвозмездно, без каких-либо условий, безоговорочно, мы должны друг другу помогать. Мы писали Украину признанием геноцидом, ссылку 1944 года. Европарламент принял резолюцию, признающую депортацию 1944 года геноцидом. Нам не ответили до сих пор. Все, написали и молчу. Что? Я не понимаю. Украина воюет. Мы не говорили о признании Чеченской Республики Ичкерии, который может быть теоретически повлечет какие-то последствия для Украины. Взять на себя какие-то обязательства. Но тут-то идет война, убивают ваших граждан, ваших солдат, оккупирована ваша земля. Мы говорим Украине. Украина в 2004 или 2006 году принята Европарламентом резолюция, благодаря польским политикам, польским одним уважаемым членам Европарламента, благодаря ему было добыто вот это тяжелейшее решение по этой резолюции, хотя были очень сильные противовесы. И Европарламент признал ссылку, депортацию 1944 года геноцидом, актом геноцида. Какие вопросы мы отправили в Раду? Рада должна просто рассмотреть, сказать, да, конечно. И как только они это принимают, все, это получается уже на законодательном основании уже, если Рада рассмотрит. Тишина. В Украине огромное количество чеченцев. Почему украинцы, тамошние чеченцы так неактивны? Ой. Трудная эта работа, тащить бегемота из болота, да? Помните, было такое? Не говоря уже, Мавлют, о том, чтобы признать нашу страну. А признать ее рано или поздно Украине и другим государствам придется. Так, Артур Геймер. Аслан, как ты думаешь, Европа и Америка боится Российскую Федерацию из-за ядерного оружия, и потому идет ее на поблажки? Салам, Артур. Ну, ядерное оружие, конечно, это серьезный такой фактор, на который, как Ирак, например, нападать не будут. Но боится — это не совсем верное слово. Есть такая
реал-политик, да, когда есть такое рациональное мышление, когда тебе выгодно торговать, когда выгодно заниматься какими-то делами, крупными делами, и эти дела не стоят там маленькой Чечни, допустим, и геноцида в этой Чечне. А то, что ядерное оружие имеет значение, да, это правда. Это правда. Адам Грузинский, я тоже раньше думал так, ну что я умный должен переждать. Да, переждать не получится. Ничего само собой не рассосется. А если даже будет рассасываться, да, этот паровоз пронесется мимо нас, и мы останемся на обочине, на перроне останемся. Мы должны свои права требовать. И всегда, самое главное, это не заканчивается никогда. Вот в чем вопрос. И если мы добиваемся своих прав, мы свои права должны всю свою жизнь добиваться. У нас должны быть специальные люди, кто этим занимается. Это такой мир сегодня, понимаете? Мир стал новой формацией, как говорил легендарный Шамиль Басаев. Сейчас один человек, сев за компьютер, может разносить в пух и прах всю их пропаганду. И мы должны всячески доносить свое. Наше преступление, совершенное против нас, оно огромно. Мы не можем молчать, у нас нет права молчать. Ситуация меняется, но если мы молчим, никому нет до нас дела. Мы должны требовать, не быковать, там, не наезжать, не возмущаться, но, конечно же, доносить эту правду. И самое главное, тоже важно и правильно доносить. Правильно изложенные факты, правильно изложенная позиция, она больше приносит результата, а иногда, если неправильно изложить, она может даже навредить. Поэтому надо очень все грамотно и толково все делать. Так, Александр Пашкин. Просто нужно поднимать народ по всей стране. Больше ждать нельзя. Уже атомные отходы к нам возят. До 2024 года планируют 12 миллионов тонн отходов завезти в Россию. Ничего себе, Александр. Поздравляю. Поздравляю. Ну, это уже надо было подниматься, Александр, в 99 году, когда Путин взорвал ваши дома. Ваших же русских женщин, детей Путин в 99 году с Патрушевым, Шойгу получил звание героя. Знаете еще, кто получил звание героя? Рушайло, помните, министр внутренних дел, который занимался борьбой с бандитизмом и так далее. Рубоп у него тогда такой был. Тоже очень беспредельничали. Так вот, Рушайло возмутился, потому что его МВДшники задержали 2 ФСБшников в Рязани при закладке взрывчатку под 5-й дом. И не смог, вот офицер не смог, но ему дали почетно уйти, дали Героя России. Это был самый мужественный офицер. Мерзавцы, мерзавцы. Александр Пашкин, ваши граждане, как вы над собой позволяете такое терпеть? Ну как вот этих мерзавцев вы терпите? Ну сколько это можно? Так, хватит молчать, Чечения. Аслан, а чем мы будем отличаться от российских оккупантов, если мы будем отбирать... Куда пропали? Не поймешь. Что отбирать? Потерял вопрос. Потерял вопрос. Так, я потерял вопрос, у меня тут глаза разбегаются, не будем долго сейчас затягивать. Эд Мамедов опять задонатил. Эд, хватит донатить. Спасибо, Аслан, спасибо тебе, Эд, за лестные слова в мой адрес. Но это капля в море. Если бы многие задавали острые вопросы, было бы лучше и быстрее вода камень точит. Да, совершенно верно. Вот смотрите, Эд Мамедов, который прикладывает максимум усилия для того, чтобы пробить информационную
блокаду вокруг нас. Да, и он рассказывает, почему чеченцы не участвовали в приватизации. Да, как еврею Эду Мамедову этот вопрос очень интересен. И, между прочим, это ключевой вопрос. Да, я об этом раньше писал, но когда Эд Мамедов начал на это заострять внимание, я начал еще больше заострять внимание на этом, потому что это также подтверждает, что мы не входили ни в какую Российскую Федерацию. Да? И это подтверждает также, что если мы не входили, или если мы являемся россиянами, нам должны выплатить, а если нет, то должны там нас оставить в покое. Это очень важные моменты. Эд, большое тебе спасибо, что правильное направление даешь, в том числе и мне, как нам себя вести в этих вопросах. Как говорится, одна голова хорошо, а еврейская лучше. Так, где тут вопрос? Тот, еще один донат. Йоханнес Хаммершмидт. Почему молчите о том, как СССР бомбил депортированных людей ядерными бомбами и ставил на людях эксперименты? Спасибо, Йоханнессон, за донат. Большое спасибо. И да, мы не молчим. Если вы можете рассказать поподробнее, я слышал об этом, проводились эксперименты над людьми. И я с удовольствием зачитаю то, что вы скажете, напишите. Это очень важные моменты. Конечно, коммунистический, КГБшный, вот этот чекистский режим, это зло, это абсолютное зло на земле. Если мы хотим бороться со злом, то мы должны бороться вот с этим чекистским КГБшным режимом. Они творили над людьми, над своими людьми огромное количество преступлений. Да, это так. Эмин Закирев, покойной ночи, Асланбей. Спокойной. И вам, и вам. Так. Так, Маулют Алтенташ, Виктор Цой. Первым указом Зеленского на посту президента Украины должно было быть указ о признании независимости Ичкерии. С этого надо было начать, если он патриот Украины, а не тряпка. Да, Маулют, абсолютно с вами согласен. Не согласен на то, что там по поводу тряпки вы на него говорите, конечно, это президент Украины. Но я думаю, что все, что, знаете, защищаясь, нельзя выиграть, нельзя победить. Мы не можем защищаться. Украина, если будет защищаться, она не победит. Надо нападать. Уже украинцы должны понять. Украинцы, все, что с вами могла сделать Россия, она уже сделала. Больше она не может. Она уже захватила Крым, она захватила часть Донецка, Луганска, она убила 13 тысяч, она ввела огромное количество агентуры вам туда. Надо заняться четкой вычисткой этого всего вот этого преступного элемента с вашей территории. Других вопросов, других шансов у вас просто нет. По-другому вы не победите. Вам нужно себя вести, вот надо пересматривать там Владимиру Зеленскому, там, другим вашим лидерам, надо пересматривать выступления Джохара Дудаева, Шамиля Басаева, Аслана Масхадова и других наших лидеров, как с ними надо разговаривать. Мы показали пример, как можно победить. Да? Надо вот в таком плане, вот так надо с ними разговаривать. По-другому, они другой, кроме языка, кроме силы, они другого языка не понимают. Так, поехали дальше. Ассаламу алейкум, Аслан. Аллах дал эту бол массу бусалбне. Ва алейкум салам. Амин. Зелимхан Алироевский. Нас, чеченцами, называют точно по той же причине, как англичане называют себя English, а мы их называем англичанами, как пример. Так, почему у нас от этого языка зависит? Почему нас этот языка зависит? Почему нас арабы называют шишане? Не знаю, почему шишане.
Юрий, я заметил, что Путина любят в основном недалекие люди, глупые по жизни, с низким развитым интеллектом. Ну, Шариковы. Царь Шарикова могут уважать и любить только Шариковы. Галина Броникова. Сидит самое настоящее зло, дает советы. Галиночка, скажите, пожалуйста, вас так обидело то, что я назвал вашу гибуху абсолютным злом, да? Вы об этом? Я не найду ни одного слова в русском языке, которое можно охарактеризовать, насколько, да, вы включите все плохое, все отвратительное, все коварное, сатанистское в это слово, и это будет именно ваша гебуха. Я даже не знаю так много русских слов, чтобы донести до вас, насколько это зло. Так. Шарикова на России много. Чечня не Россия. Хватит молчать. Чечня. Кутаев с алмазами хочет нас заманить под рашку. Да. Лунный свет. Путина любит тех, кто больше детский комплекс, которые дожили с ними до старости. Что здесь происходит, говорят, тут у нас тут заходит на глиф. Мождада. Пока есть Соловей, Кисели, Ольга, Сливной бачок, в России можно из плюшевого мишки сделать президента. Да? Йоханнес Хаммершмидт. Россия это зло. Полностью с вами согласен. Йоханнес. Украина полушариков после выборов весной. Украина полушариков после выборов весной. Это очень плохо. Так, как найти? Желаю ГБшникам сдохнуть, вы мерзкие подонки. Нет, они в рай, ты что? Сдохнуть это мы должны, а они в рай. Шарани Азию, ассаламу алейкум, нам нужно помочь русскому народу, ва алейкум салам. Конечно, Шарани, а что делать? Если не мы поможем русским, кто им поможет? Конечно, мы им поможем, но только словом. Иш Сакомич, говорит Адам Грузинский. Окей, буду читать. США это добро. Ну, не знаю, насколько это добро, но рядом просто Россия не стоит. С великой империей, с великой цивилизацией сегодняшнего мира России не тягаться, да. Солнце только почало сходите, говорит Андрей Зинько. Да, будем надеяться, сходите это восходить, да, я так понимаю. Так, Хасан Ури, Аслан, рост какой твой? Да я уже говорил, рост небольшой. Адам Грузинский, российские лидеры боятся, что все страны с тюрьмы народа увидят, как живет Украина, Белоруссия, Грузия и Чечения, и смогли бы стать страной, а не дойной коровой Москвы, и захотят независимости, поэтому гадят в тапок. Так, Аслан, ночь из Германии. Аслан, Адам Грузинский тебе пишет сообщение, а ты ему не отвечаешь. Да я, мне кажется, больше всех прочитал Адама Грузинского. Конечно, еще раз прочитаю. Так, Виктор Цой. Всех в чате и модеров приветствую из Казахстана. Молодцы, ребята, и рассказывайте близким людям, распространяйте мнение и так далее. Все сразу не будет. Надо вытягивать людей. Да? Айдар Кремлы, когда уже зайдет украинское солнце? Айдар, если будем ждать, то не взойдет. Надо действовать. Так, Анзорину русских антипутинцев поддержим морально. Да, Анзор, а что делать? Придется поддерживать их морально. Здравствуйте, Аслан, мир и созидание. Здравствуйте, Аслан, какая ваша цель идеи? Спасибо. Здравствуйте, мир и созидание. Моя цель и идея написана у меня тут в описании к каналу, не под видео, а там на самом канале. Там препятствование лжи, пропаганды. Я выступаю в данном случае против имперства, фашизма, любого вида изма,
я доношу видение проблемы, которую вижу я, мои окружающие, мои соратники, для подрастающего поколения, которые сейчас очень сильно пытаются оболванить оккупанты, и для наших друзей, нашей страны, граждан, друзей Ичкерии, мы до них доносим объективную реальность. Поэтому мой канал называется «Реальность». Давайте хоть сами себе поможем для начала, говорит Шеше. Зелимхан Алироевский, напиши в инете, от чего произошло слово чечен. Ты там найдешь, говорит. Так, здесь уже тут разбираются, кто кистинцы, откуда появились ингуши, орствои, чеченцы и так далее. Александр Белый, Америка развивается, Раисия в пещеру летает. Да? Так. Это чино озеро волш 20 тысяч чино привык на Дине. Так, бабушка из Казани жестко. Так, Анзорино, бабушек в Казани жестко разогнали. Это не могут. Йосиф Тескин. Аслан, какое будущее у России ты видишь? Я вижу будущее России конечный результат, который будет для России, это освобождение многих народов, европейская цивилизация, большей части, у европейской части Европы, России. И обычная, какая-нибудь Югославия на примере. Обычное государство. Не империя, да? Не империя. Так. Так, мы тут между собой, да, Адам Грузинский. Я вот тебя прочитал, а вы тут между собой. Так, Хасан Ури, Аслан двухметровый воин, зачет. Я не 2 метра, только рядом. Хватит молчать, чечен. Аслан, а чем мы будем отличаться от российских оккупантов, если мы будем отбирать у оккупированной Якутии ихние алмазы? Я не буду у Якутии ничего отбирать. Я буду категорически против. Если чеченцы начнут делать то же, что делают русские по отношению к чеченцам, к якутам, я не знаю, к другим народам, и вы меня извините, чеченцы, но я буду на стороне этих якутов и говорить то же самое, но уже против вас. Потому что имперство, фашизм, это не мое. Я это делаю не потому, что это чеченцы. И если пострадают также другие, я буду также выступать за тех людей. У меня острое чувство справедливости, понимаете, с детства. Я не могу это терпеть. И если это будут чеченцы, мне будет вдвойне обидно, я буду еще хуже ругать чеченцев, если мы станем такими. Поэтому нам не ничьи алмазы, и ничьи алюминии, никели и так далее. Поэтому вот такие вот дела чеченцы. В этом деле, в грабеже другие народы, я в этом не участвую, так что на меня не рассчитывайте. Так, Артур Гамер. Аслан, как ты думаешь, Путин и Медведев знают о твоем YouTube-канале? Ведь Медведев был твоим преподавателем. Я не знаю, знают они о моем канале или нет, но вот Песиков, пресс-секретарь Путина, ответил на мое обращение. Вот у меня на канале есть это обращение к террористу Путину. Не только к нему, я вообще в принципе обратился ко всем. И я, конечно, знаю, что они увидели вот это мое обращение и назвали меня террористом. Теперь я жду, назвали там террористом, жду, как они меня будут сейчас приобщать. Сейчас будут выхватывать где-то, вырезать эти мои ролики, где я оправдываю там Шамиля Басаева в чем-то, там других наших защитников страны.
и мне можно будет предъявлять там оправдание терроризма, есть такое дело, там пособничество какое-нибудь, там пропаганда, там развал Рашки, много чего мне могут будет предъявлять. Но в наше время, я вам скажу, уважаемые друзья, не иметь уголовного дела в наше время, это испортить себе биографию. Так что у кого нет уголовного дела, срочно давайте что-нибудь придумайте, но чтобы у вас было уголовное дело. Потому что пройдет 10 лет и не иметь уголовного дела будет, это вообще будет несерьезно даже. Ну а потом, после того, как они тут признают тебя террористом, то уже работает закон, что можно за границей убивать уже на законных основаниях, на их законных основаниях. Это так они подгоняют под закон все это дело. Ну, это их дело. Они делают, что они могут, я делаю, что я могу. И посмотрим, чья возьмет. Так что не знаю я, и знают ли они в моем канале или нет. Все для победы. В тюрьмах сидят много чеченцев. Поднимаю вопрос на международном уровне насчет того, что их освободили, всех освободили. Ведь всем известно, они не виноваты. И не убивали на танках, самолетах, зачистках. Да, совершенно верно. Все для победы. Абсолютно с тобой согласен. Это наболевший вопрос, тяжелейший вопрос. Очень сложный вопрос. Я писал Олегу Сенцову по этому поводу, чтобы он тоже говорил о тех, кто сидит у нас в тюрьмах. Но это очень сложно. Все для победы. Помогайте мне, да, помогайте. Давайте, присоединяйтесь. Если вам что-то нужно, да, поднимаю вопрос. Вот ты мне сейчас задаешь такой вопрос. Мне было бы очень удобно, мне была бы большая поддержка с твоей стороны, если бы ты помог бы мне поднять на международном уровне этот вопрос. Например, если бы ты мне рассказал бы, в каких колониях сидят, какая у тебя есть информация, собрал бы ее, скомпоновал бы как-нибудь, чтобы я ее как-то мог потом выложить, чтобы я ее мог ретранслировать уже здесь. Все вот этим всем занимаюсь. Вы не представляете, сколько мне советов присылают, вот надо это сделать, надо то сделать, надо то сделать. Я это все знаю, что это надо. Некоторые вещи, конечно, я не знаю, некоторые для меня бывают полезными узнать, что вот надо это делать. Но по большей части я, конечно, тоже в курсе, что нужна помощь и там, и там, и там. Но у меня не хватает просто ни сил, ни времени, понимаете, ни средств. И мне нужна ваша помощь. Помогайте, помогайте, помогайте. Мухаммад Technology инновацион. Насчет протестов недавно узнал, что даже в Германии жены евреев вышли на митинг в 1943 году, и правительство Гитлера испугалось и вернуло из концлагерей их мужей. Но я тебе скажу, Мухаммад, в 1943 году, видимо, уже еврейский вопрос был не такой острый. И уже начали передумывать окончательное решение еврейского вопроса, да, как русские сейчас пытаются окончательное решение чеченского вопроса сделать, то есть полное истребление. Видимо, в 1943 году взгляды у нацистов изменились. Я думаю, что будь это каком-нибудь там в 1939 или в 1940 году, то, я думаю, эти жены евреев загремели бы по-крупному. Так. Так, поехали дальше. Наглив, вы в курсе, почему мы проиграли холодную войну? Да, конечно, я в курсе, потому что не конкурентоспособные вы были. Вот поэтому вы и проиграли эту войну, холодную войну, так называемую. Вы делали все, ваша страна делала все против человека, а тут на Западе делали все для человека. Соответственно, свободные люди победили рабов. Это закономерно, это нормально.
когда силы сопоставимы. Вы проиграли, и вам пришлось распустить свой Советский Союз, тюрьму народов, и теперь вы пытаетесь заново что-то строить. Бред. Маулют Алтынташ, настоящий чеченец, это человек чести и справедливости. Да, по факту это так. Таким должен быть настоящий чеченец. Лосев Тескин. Аслан, скажи свое отношение к Ахмад Хаджи. Да я уже много раз говорил уже об этом, Ахмад Хаджи. Ахмад Хаджи предатель, предал Аслана Масхадова. Предатель века его назвал, говорят, Аслан Масхадов. Все. Я много раз говорил, то, что на меня говорят, что я там кадыровец какой-то там, скрытый, очень скрытый кадыровец, это неправда. Я абсолютно независимый, свободный человек. Я говорю и думаю все, что я хочу, все, что считаю правильным. Нету никого, кто мной управляет, кто мной контролирует. Есть люди, к которым я прислушиваюсь, есть мнения, людей я уважаю, но нету никого, кто там может мне сказать, вот ты сегодня говори это, или говори то, или это. Если я согласен, если я решу для себя, я это скажу, если мне кто-то посоветует. А если я так не решу, то никто меня не может заставить. Так, поехали дальше. Станис Вайка. Насвайка. Насвайка. Ребята, скажите, человек по имени Владислав Сурков чеченец, но по отцу он этнически происходит из чеченцев. Но по факту это манкурт, который никакого отношения к чеченцам не имеет. Его папа такой же обрусевший Иван, а мама у него русская, и вот он такой же уже в квадрате обрусевший. Это человек, который принимал участие в геноциде, в войне против нашего народа, и он для нас такой же чеченец, как, я не знаю, как он и для русских, или там как Соловьев для евреев, как это Соловьев еврей. Хотя Соловьев евреям не вредит, между прочим, по крайней мере так открыто. А этот во время геноцида был на стороне оккупантов, поэтому это хуже, чем Соловьев для евреев. Мастер на все руки. Аслан, видел, где Кафыров дает интервью о дагах и говорит, мы же вам не говорим, что у вас портреты Сталина висят. А я вспомнил, что у Алханова бюст Сталина стоит. Это что, тупость или лицемерие? Это подлость. Это подлость. И те даги, так называемые даги, это дагестанцы, которые у себя вешают портрет Сталина. Вот им для них этого бы Сталина. Для меня, что кто вешает плакаты, такие же кадыровцы, такие же мерзавцы. Сталина бы на них, да, в подвале. Это, наверное, дети тех, кто расстреливал и выселял народы, вешают у себя портрет Сталина. И, наверное, Алханов такой же, его, наверное, родственники тоже, наверное, занимались этим. YouTube канал. Аслан, правда, что Германия требует, чтобы до 3 марта фашисты ответили о пропавших людей в Чечне? Я не слышал. Адам Грузинский. Аслан, смотрел ваш съезд ЧРИ, было очень продуктивно и познавательно. Вы слушаете вас всех там. А еще намечаются такие съезды в скором будущем. Да, намечаются. Будем проводить по мере возможности, конечно, мы будем все это делать. Да, конечно. Для того, чтобы Россию признали врагом, для того, чтобы Россию признали той, кем она является, мы все должны работать, не уставая, не покладая рук. Все, что мы знаем,
они не знают. Кто знают, этого недостаточно. Мы должны до каждого донести. Поехали дальше. Йоханнес Хаммельшмидт. Маршал Дохюй, у россияне заражены космический вирус Империал. Маршал Хиль Йоханнес. Нох чего Йоханнес? Почему-то по фотографии мне показалось, он нох чувац. Оказывается, ты чеченец, да? Или это так? Маршал Хиль. Да, россияне заражены космическим вирусом Империал. Так. Так, освобождение России – это тотальный развал и гражданские войны. Нет, нет, это не тотально, это все запугивание, это ложь. Конечно же, когда будут происходить разные эти процессы, Гибня будет всячески делать так, чтобы все это переросло в тотальное разрушение, в гражданскую войну. ГБ это будет этим заниматься, этим будет заниматься. Но, конечно, надо всячески препятствовать этому, пытаться, чтобы это не произошло. Так как когда развалится Россия, им придется за это, им придется всем отвечать. Как только перестанет существовать эта система, им придется ответить. Мы должны всячески этому способствовать. А то, что должна Россия развалиться, я в этом другой альтернативы миру на земле не вижу. И без преувеличения миру на земле. Не отстанут они. И они очень слабые на самом деле. Они это колос на глиняных ногах. Это просто, это нам всем надо этим добиваться. Как найти? Аслан, ты знаешь, что я твой сторонник. Ты сказал, что с детства сильное чувство справедливости. Вопрос. Ты ни разу не шел на сделку с совестью, оправдывая в суде возможного преступника, защищая как адвокат? Ну, что тебе сказать? Нет, я с сделкой с совестью не шел. Я с сделкой с совестью не шел. Но смотри, если человек совершил преступление, то у любого преступления, у любого человека, совершившего, да, преступление, есть причины, которые служат по уголовному кодексу, по уголовному процессуальному кодексу, служат смягчающим обстоятельствам. Я пытался искать смягчающие обстоятельства. Да, я защищал преступников. Да, это были очень достойные, благородные люди, которые обвинялись незаконно. Где-то в чем-то, да, было законно обвиняли, а где-то набрасывалось даже больше, чем совершено, набрасывалось сверху. Я защищал таких людей. Я защищал мерзавцев. Да, были люди, которых, просто это, извиняюсь, конечно, это биомусор. Я по назначению был адвокатом, бесплатно, когда работал правозащитником, защищал одного убийцу. Но этот человек был просто дно социального общества. Человек был. В суде я не был, в досудебном следствии я занимался, именно мне такой человек попадался. Это был убийца, это был очень, очень плохой человек, да. И я даже знаю, почему он таким стал. Я общался с его престарелой мамой, бабушкой. Она бабушка была, такая взрослая женщина. Он сам был намного старше меня. И я вам скажу, что этот человек воспитан был именно этой мамой. Потому что мама была, вот эта бабушка, мне кажется, была очень опасной. Так, да, у меня было чувство справедливости, да, вопрос хороший, конечно, как найти. Но я не считаю, что я делал сделку с совестью. Нет, я не переступал через свою совесть. И никогда не переступлю до Аллаха.
Так, страну украли. Асан, а ведь от фашизма страдают все народы, проживающие в России. Абсолютно верно, абсолютно. И другой вопрос, почему все другие молчат? Почему, когда убивался весь чеченский народ, все молчали? Почему? Это очень странно. Хенах, Джохана Самшвид. По-чеченски, хенах, у россияне заражены космическим вирусом империал. Да? Ну, я понял, вы не чеченец. Ну, кто-то вам подсказывает, видимо. Чарльз Беннет, вот, поймал тему. Адвокаты в большинстве своем бессовестные, беспринципные люди. Я вам скажу, что есть такие, не в большинстве я могу сказать, но я скажу, что были тоже очень-очень нехорошие люди в нашей работе. Но я не оставил нигде про себя сказать ни одному человеку, кого я защищал, чьи интересы я представлял, что-либо плохо. Где-то не выполнил до конца свои там прямые обязанности, где-то там обманул, где-то там плохо себя повел, нечестно повел. Ни один человек, кого я защищал, он не может это сказать. По крайней мере, я так думаю. И всегда я получал из тюрем письма, и уже когда даже люди садились с поддержкой от людей, ну там, смс-ки там, и так далее. Ну, не будем себя много хвалить. Наше время закончилось, время пролетело очень быстро, уже 1,5 часа. Вы только-только набираетесь, собираетесь. Вот сейчас уже 500 человек собралось. Но уже надо заканчивать, чтобы вам от меня было не так уж, чтобы меня было не так много в вашей жизни. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Мы делаем одно важное дело для того, чтобы права людей были защищены. Помогайте, поддерживайте, распространяйте видео. Всем всего хорошего. Следующий стрим состоится в пятницу в 21:00. Всего самого хорошего, спокойной ночи. Ассаламу алейкум.